Приветствую всех! Вы на канале Движение за независимость Саха. И сегодня у нас первый в этом году выпуск новостей. Начну я, пожалуй, с не очень хорошей новости, с печальной новости. 10 января 2026 года умер Иван Петрович Ушницкий, один из столпов якутской журналистики, член Союза журналистов и Союза писателей, создатель газет Эдерсас, Ортодойду и Кинкорот, автор книг, человек, который годами формировал якутское публичное пространство. Если кто-то не знает, то скажу, что Ушницкий был соавтором книги «Центральное дело о сталинских репрессиях в тогда еще Якутской АССР». Ушницкий работал в то время, когда журналистика была свободной, а СМИ считались четвертой властью. Сейчас в Республике Саха СМИ в основном обслуживают чиновников, а не доносят правду до жителей. И очень символично, что смерть настоящего журналиста проходит на фоне полнейшей тишины, без общереспубликанского разговора о том, что журналистики как профессии в республике больше нет. Жители Покровского тракта и поселка Пригородные сидят без электричества. В домах замерзают котлы, септики и обогреватели. В чатах паника. Люди задаются вопросом, не пора ли объявлять режим чрезвычайной ситуации. Скажу сразу, что коммунальные аварии в республике – это диагноз нашим управленцам. Когда в городе зимой массово замерзают дома из-за отключения электричества, это уже не неудобство, это провал системы жизнеобеспечения. В нормальной стране в таких условиях вводят чрезвычайную ситуацию, разворачивают пункты обогрева и берут ситуацию под централизованное управление. В Якутске же привычная схема молчания властей, истерика в соцсетях и надежда, что как-нибудь само обойдется. Республика с одним из самых суровых климатов в мире хронически экономит на энергетике и получает вот такие результаты. Борец за права коренных жителей, бывший руководитель организации Устюмсю Иннокентий Макаров предложил возобновить рейды по ночным клубам Якутска. Он предложил волочь женщин по домам, чтобы к ним не приставали приезжие. Такое ощущение, что все беды в республике от приезжих из Центральной Азии. Вообще, это называется ИБД, изображение бурной деятельности. Макарову, видимо, не хватает фантазии, потому что эта тема очень старая. Мигранты и женщины. В этой ситуации хочется спросить у Макарова, может быть, проблема не в приезжих, а в якутских мужчинах, которые настолько неинтересны якутским женщинам, что они ищут себе приезжих. Может, якутским мужчинам пора заняться реальными делами, например, призвать мэра Женю к ответственности за провал в городском хозяйстве. Лучший ответ дал один из комментаторов этой новости. Займитесь своими, кто дерется, ломает и превращает город в помойку. Следующая новость про наш многострадальный Ленский мост. На днях дирекция по строительству Ленского моста заявила о том, что они подтвердили финансовую модель. 174,8 миллиардов рублей общая стоимость моста, из которых 65 миллиардов из Федерации, 27,3 миллиарда из республиканского бюджета и 82,5 миллиарда от инвестора ВИЗ. В реальности они опубликовали очередную бумажку, и вы знаете, как ее будут использовать. Даже в официальных документах федеральные деньги обозначены со звездочкой, то есть источники до сих пор не определены. На правчасе Вилтумен вообще называли уже не 65, а 43 миллиарда рублей. У республики, между тем, гигантский дефицит и долги по ЖКХ, а у компании ВИЗ нет свободных десятков миллиардов. Зато есть кредиты от Сбербанка, в которые, по сути, загнали и саму Якутию. И это получается не стройка, а настоящая финансовая пирамида. Если республика не внесет вовремя деньги, банк перекроет кредит и все встанет. Поэтому бодрые заявления о том, что все подтверждено, выглядит как попытка замазать очевидное. Мосту банально не хватает денег, и проект уже де-факто заморожен. Не зря журналисты в последние дни очень активно троллили Айсена Николаева с поеданием галстука. Пришли якусы вечерний по очень важному делу. Уточнить. Конец года, ребята. И, кстати, он ничего на это не ответил. Почему? Вопрос, как вы понимаете, риторический. Следующая новость пришла к нам из Кремля. Кремль делает рождаемость главный KPI губернаторов в 2026 году.
Коэффициент рождаемости теперь будет встроен в систему оценки эффективности глав регионов. Деньги для регионов и карьеры губернаторов будут зависеть от того, сколько детей родится в регионе. Власть решила не решать проблемы, а требовать только результат. Людям на самом деле негде жить. Детей лечить и воспитывать дорого. Сады и ясли убрали. Пособия символические. Мужчины массово уходят от ответственности и уезжают вообще на СВО. Но губернаторам велено лезть в постели и обрабатывать население. Что АСН будет вот в этом случае делать? Совершенно верно. Запретит аборты, поощрит рожать школьниц и будет заниматься приписками. Припишут приехавших, например, из Центральной Азии. Они это уже сделали год назад. Не удивлюсь, если мы однажды проснемся и услышим заявление властей о том, что нас уже 1,5 миллиона. Один из комментариев это прекрасно резюмирует. Поколение, выросшее в яме 90-х, не хочет рожать в яме СВО. В такое время живем, к сожалению. На этом сегодня все. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал, будет интересно.